Когда чеченцы что-то будут делать? Или вы так и хотите сдохнуть рабами? И чеченцы, которые всегда имели репутацию гордых и непокорных, оказались такими же абсолютно, как русскими. Дело в том, что рабство, признаемся себе в этом, это необычайно комфортная штука. Состояние раба начинает доставлять человеку наслаждение. Он заменяет формой содержание. Они скрывают содержание. Они скрывают содержание об Ичкерии, о ее независимости. И подают вам форму. Вот какой чеченец, он пришел сегодня убивать украинцев. И это подхватывает Карпенко и предъявляет это чеченцу, которого погнали под дулами автоматов. Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия News. Как видите, эта программа начинается с небезызвестного эпизода, который взорвал интернет. Наша программа называется «От Невзорова Карпенко» не случайно, потому что в данном случае Карпенко – это продукт работы Невзорова. Как сейчас мы вам объясним. Да, я сразу хочу сказать нашим зрителям, мы ничего не можем сделать с цикадами, потому что цикады – это такое приложение к итальянской красоте. Чем прельщает Италия, это тем, что форма соответствует содержанию. И это будет очень важная часть нашего разговора, потому что аудитория, которая путает форму с содержанием, которая выдает форму за содержание, она будет принимать нарративы Невзорова, которые он распространяет в поле, в пространстве украинской аудитории и европейской аудитории не случайно. Я думаю, что никто больше нас с тобой не сделал программ о Невзорове. Ну, действительно, если зайти в Google и написать Невзоров там и что-то еще, то я просто удивился, что наши с тобой на протяжении последних там нескольких лет программы выходят на первое место в Google, в поисковике. Это говорит о том, что мы действительно потратили много сил, чтобы объяснить людям, объяснить нашим зрителям феномен Невзорова. Но тут сейчас, как ты правильно сказала, речь сейчас не о нем. Сейчас речь идет о том месседже, о том нарративе, который распространяет Невзоров в Украине. И мы бы и не стали больше уже сталкиваться с этим подлецом, но что поделаешь, наши зрители просят сказать об этом нашумевшем эпизоде с допросом чеченца, который провели люди, которые занимаются допросом российских военнопленных. Конкретно это был украинец Карпенко, который задавал вопросы чеченцу. И вот в этом разговоре торчали уши Невзорова. К сожалению, мы обязаны об этом говорить. Но прежде чем мы подробно поговорим о Невзорове, я хочу просто для наших зрителей, кто не совсем знаком, несколько слов об этом человеке. Родился он в Питере. Его мать журналистка в газете «Смена». Те, кто не в курсе вот этих советских реалий, я сразу скажу, что газета «Смена» – это комсомольская газета питерская. Ну, вполне стандартный набор. Невзоров все время распространяет, вы, наверное, много, те, кто следит за ним, наверное, слышали много раз от него, что у него мифический отец Команчи из Америки, который приехал на фестиваль вот этих молодежи, тот знаменитый фестиваль в Советском Союзе, и мама, загуляла с этим Команчи, потом этот Команчи сбежал, занимался наркотрафиком, был наркодилером, и вот вся эта лабуда, которую рассказывает Невзоров,
явно давая понять, что это все просто Эпатаж. эпатаж. Да. Это не очень интересно. Но также Невзоров всегда упоминает, что его дед, у которого он воспитывался, собственно говоря, поскольку мать им не занималась, генерал КГБ. Когда американский журналист спрашивает его: у вас дедушка был генералом в армии, он говорит: ну что ты меня не уважаешь, ну что ты, КГБ, конечно. В основном я жил с дедушкой, который был генералом КГБ, КГБ или военный? КГБ, конечно. Обижаюсь. В общем, поскольку вырос в Комитете государственной безопасности вот с таких вот лет, да, я уже гулял по этим коридорам и уже листал оперативные донесения, еще будучи там, не знаю, 4-летним ребенком. На самом деле за этим стоит многое, потому что, как известно, его дед действительно генерал КГБ, но особенный генерал. Он занимался лесными братьями в Литве. Он занимался поиском партизан, ну и дальше вся эта история. Невзоров много раз сам говорит о том, что он буквально там, опять в виде эпатажа, но он все время говорит, что он с детского, с малого возраста рылся в делах этих партизан и знаком очень хорошо со службой КГБ. В начале перестройки Невзоров чудесным образом, вполне как джин из бутылки, оказался на питерском телевидении. Я уже много раз говорил нашим зрителям, может, они уже заметили это, что питерское телевидение в эти годы, это конец 80-х годов, а Невзоров там с 83-го года на телевидении, оно было, сильно отличалось от московского. Это было больше, там было больше свободы, там было больше какого духа независимости. И вот Невзоров выходит с собственной программой через какое-то время, которая называется «600 секунд». И в этот момент проявляется, на самом деле в этот момент закладывается все дальнейшее, вот эта дальнейшая мистификация и дальнейшая суть Невзорова, которой он сейчас с таким успехом пользуется в украинском медиапространстве. Он заложил это уже в 600 секунд своих. 600 секунд было построено по очень примитивному принципу. Понятно, что это было на новенького. И я даже помню, был репортаж на каком-то американском канале, типа CBS, там, неважно, в котором рассматривали феномен 600 секунд. Они говорили, как это может быть. Американские журналисты, серьезно сидящие в эфире, говорили, что вот такой феномен 600 секунд и Невзорова, который набирает зрителей больше, чем любая новостная программа в Соединенных Штатах. Представьте себе. Действительно, ни в каких Соединенных Штатах эта программа бы не набрала никаких просмотров, потому что это отработанный материал, который в Европе или в Соединенных Штатах был всем известен. В России это было совершенно, в Советском Союзе это было совершенно по-другому. Невзоров показывал трупы, показывал страшные кадры нищеты, отрезанные головы, ноги, больницы, в общем, все, что только можно было вытянуть на свет Божий, чтобы добиться этой популярности. И советский зритель, не приученный к этому, естественно, с большим энтузиазмом смотрел это с открытыми глазами. В общем, собственно говоря, технология вся та же самая, что и потом делали остальные. То есть он просто использовал вот этот механизм, который после него, его последователи использовали громадное количество раз, всякие там дежурные части и все, что только можно было бы придумать. Закончилось это все таким эпизодом, когда он показал в прямом эфире, как в него выстрелили. На кладбище он получал информацию от какого-то своего осведомителя, информатора, который должен был передать информацию о каком-то чиновнике питерском, коррумпированном, и вместо этой информации он получил выстрел около сердца в плечо. Выстрел оказался не смертельным, Невзоров выжил. Все это покрыто мраком, потому что, я как свидетель всего этого, потому что я жил с ним в этом городе и все это видел своими глазами. Я помню, что тогда было громадное количество вопросов к самому Невзорову, и отношение не было такое однозначное, конечно, к
нему среди питерских жителей. Но, тем не менее, вот такая была история. Потом Невзоров в следующий раз засветился в Литве, когда он оказался с автоматом в руках, и как он сам говорит, что он был комиссаром вот этих ОМОНовцев, нескольких ОМОНовцев, которые там, как он их называет, 25 человек, которые отстаивали Советский Союз. В том же самом Вильнюсе я брал автомат и долгое время был чем-то вроде комиссара у Рижского и Вильнюсского ОМОНа. Я вместе с ними участвовал в перестрелках, в разгроме таможен. Я был одним из них. Я не хвалил. Я не журналист в этом смысле. Я был всегда участником. Все дальше, я думаю, что вы уже знаете. Я не буду сейчас дальше уходить. Давайте мы посмотрим, в чем все-таки сама суть. Когда мы снимали год назад программу о Невзорове и Белонике, которая называлась «Куклы бандитского Петербурга», мы показывали этимологию, происхождение этих двух фигур, суть которых можно определить как люди, которые держали людей, вообще людей вокруг, за грязь. Это такой высокомерный подход к людям, когда они просто людей не считают за людей вообще, а считают себя избранными, считают себя вправе водить вот так, знаете, за ноздри лоха и вешать лапшу на уши. Это их суть, и они никогда этого не скрывали. И мы показали это в фильме «Куклы бандитского Петербурга». Одна подельница из, можно сказать, из эскорта Кости Могилы, смотрящего вора в законе, официального вора в законе, которого убили только в 2003 году, который был смотрящим над журналистами, над телеканалами. Кстати, это 2003 год, когда уже оккупировали, после 2 чеченских войн, когда уже оккупировали Чеченскую республику Ичкерия. Не только КГБ смотрела за этими каналами, за журналистами, показывая для видимости свободу. Да, это опять-таки о форме и о содержании. Не только КГБ, но и классические воры в законе. Костя Могила, который был именно поставлен за тем, чтобы смотреть над этими журналистами. Никто не имел права на самодеятельность. Все было под контролем. И второй Невзоров президенту Путину и к ночному губернатору. Это самый близкий человек на тот момент, отдушина губернатора Владимира Барсукова-Кумарина. Страшнейшего, это уже не вор в законе, а это уже беспредельщик, это уже из ОПГ тамбовских группировок, которые пришли на смену ворам в законе, у которых были понятия. Вот эти люди без понятий, которые пришли, убили и встали на место вот этих воров в законе. В декабре 1993 года, после расстрела парламента, Невзоров входит в состав Государственной Думы в качестве депутата. После этого он многократно туда переизбирается. Последний раз он избирается в Думу в 2003 году. И его помощником, зафиксированным как помощник депутата, знаете, такая функция, помощник депутата, становится именно вот этот Кумарин-Барсуков. Это финальная точка его депутатства. Что касается эпизода с доверенным лицом самого Путина, то он прекрасно объясняет это в программе. Сейчас вам покажем этот эпизод. В программе с еще одной светской левицей Ксенией Собчак, которая прямо ему задает вопрос по поводу его вот этого доверенного лица Путина, где он говорит очень просто и ясно, что у него долг перед Путиным личный. Ну и посмотрите, он сам объясняет, в чем дело. Тут нету никакого фокуса, тут все понятно. На мне висит один старый должок перед Владимиром Владимировичем. Я его помню. Какой? Этот человек сделал мне очень доброе дело, реально выручив меня и спася в предельно
сложная для меня ситуация. А что, простите? Я не уполномочен рассказывать. Личная? Или она связана с общественной деятельностью? Нет, это было отчасти связано с общественностью, отчасти связано с вашим папой, отчасти связано вообще со всей той ситуацией. И он проявил на тот момент, я не знаю, насколько он изменился, на тот момент проявил поразительное благородство. Такое не забывается. Поэтому я доверенное лицо не у Путина президента. Я доверенное лицо не у Путина, который говорит что-то про вульгарную светскость. Я доверенное лицо не у того Путина, который скручивает в бараний рог вашего брата-журналиста. Я доверенное лицо у того человека, которому я обязан, когда я сочту этот долг выплаченным. То есть личное выше общественного в этом смысле? А для меня вообще общественные интересы несущественны. Но я хотел бы остановиться на словах, которые ты сказала про войну в Чечне. Я думаю, что вот мы сейчас вам будем показывать маленькие фрагменты. Она такая программа, не очень известная. Сделана она была в Питере в 2019 году, когда к нему приехал журналист, американский журналист, который говорит по-русски и задает ему вопросы. И он там в этом программе был, с одной стороны, как бы свободнее себя чувствовал, Невзоров, с другой стороны, ему не было нужды заниматься вот этой разводкой, которой он занимается всегда. Ну, то есть, вот, что он делает сейчас с экрана своего YouTube-канала в Украине, это просто сплошная разводка, да, вот сплошное красование и разводка. А там он как бы красовался, но по-другому. Поэтому эта программа ценна. И вот что, например, он говорит, он подтверждает, что он был, как он говорит, на обеих чеченских войнах, на двух русско-чеченских войнах. Он участвовал, я, говорит, не был там сторонним наблюдателем, я был участником. И что же на него произвело максимальное впечатление, самое сильное впечатление? Он говорит, для меня произвело, вообще в моей жизни произвело очень сильное впечатление, как целый взвод русских солдат насилует женщину, он говорит, тетку, у которой нету кисти руки. И это, говорит, конечно, сильное впечатление. И тут же добавляет, но сильнее всего, конечно, меня произвело впечатление, это Диснейленд. Это произошло в городе Грозном, когда я наблюдал, как взвод, да, это был первый штурм Грозного, как взвод насилует тетку, у которой была оторвана кисть руки, которая истекала кровью, ее насиловали в этот момент. Но это были сильные впечатления. Но, вероятно, вот как бы такая вот расстановка точек произошла все-таки не там, а в Диснейленде. Вот в этом есть на самом деле как бы суть Невзорова, не ошибайтесь. Это его способ внедрения в сознание аудитории, эпатаж. Эпатаж – это один из первых приемов, которых он научился очень искусно, овладел им за долгое время своей работы. И этим приемом он пользуется всегда. Это же эпатаж, да? Говорить про изнасилованную женщину взводом русских солдат, но и тут же вставлять, что самое сильное впечатление на него произвел Диснейленд. И дальше он американцу объясняет, но это уже не важно. Это все, знаете, это, как говорил наш знакомый, пингвин-павлин. Я помню, как в одном из интервью, когда Невзорова спросили, чем вы сейчас зарабатываете на жизнь, он ответил прямо, что он консультирует, обучает недоумков, которым предстоит выступить с публичной речью. Поскольку люди не владеют этим искусством так, как он вот на этом зарабатывает. И он запрашивает колоссальные деньги, и они ему платят. И в чем, вы думаете, самое главное искусство публичной речи? Это умение отвечать на вопросы не по существу, а рядом. Он так и выражается, рядом. То есть вроде как бы и ответил на вопрос, и даже искренне ответил на вопрос, и даже потрафил, и даже подыграл журналисту, так что журналист чувствует себя интеллектуалом. А на самом деле он в этот момент просто смеется, потому что не родился еще тот журналист, который задаст ему тот вопрос, который поставит его в неловкое положение. Не родился такой драматург, который напишет для него
такой скетч легкий, потому что он владеет этим искусством. И вот это искусство отвечать рядом, не по существу, а чтобы у вас сложилось впечатление, что он ответил на вопрос, да еще и так сильно, вот этому искусству он обучал недалеких, богатых недоумков. И в частности, тема, которую он иногда развивает про чеченцев, про то, как он восхищается Джохаром Дудаевым и во что сейчас превратились чеченцы, как они стали рабами русских, как они влюбились в это свое рабство, как они пошли служить России. Это и есть отвечать рядом. И вот это очень важно понимать, что это технология, и это технология, с которой Невзоров пришел к украинской аудитории. Это очень изощренный способ, когда мы говорили год назад, 2 года назад, друзья, это очень опасно, обращаясь к украинской аудитории, конечно же. Я не говорю даже о европейской аудитории, потому что они вообще не понимают, вот это как раз о форме и содержании. Люди, которые привыкли только читать первый слой формы, они никогда не знали, что настоящего содержания. Невзоров пришел в Украину как друг Украины, как враг России и Путина, только с тем, чтобы ответить рядом и скрыть содержание. Потому что если бы он был заинтересован по-настоящему, как друг Украины, показать, что такое Россия, он бы мог это сделать, я вас уверяю, он знает, куда надо бить, в какие точки. И он бы с утра до вечера тогда рассказывал именно о сути, то есть о том, что Россия вторглась в независимое государство, показал бы документы, объяснил бы очень легко и занимался бы этим каждый день, вот с этой целью, чтобы действительно, испытывая чувство вины, как великоросс, как человек из Петербурга, из центра вот этой империи, он бы показывал, в чем, куда надо бить, чтобы разрушить этого врага. Он оберегает эту правду, как все абсолютно хорошие русские. Более того, он предлагает пути для того, чтобы никогда эта правда не возникла в том виде, когда весь мир ужаснется, что Россия точно так же, как и сегодня на Украину напала, она точно так же напала на независимое государство, и надо с этим разбираться. Надо поставить Чеченскую республику, чеченцев рядом с украинцами и разбирать все по пунктам, все по дням. То есть вот эта история, что существует Ичкерия, которая никогда не легла под Россию, а сопротивлялась, сражалась 20 лет и до сих пор не смирилась, потому что правительство Чеченской республики Ичкерия легальное, со статусом в изгнании, которое выступает в Европарламенте, в ООН, точно так же, как и никогда не смирился с оккупацией Франции генерал Шарль де Голль, бригадный генерал, как и Ахмед Закаев. Ичкерийцы никогда не смирились, и их очень много, этих ичкерийцев, бери любого и приглашай в свой эфир, они этого не делают. И вот именно Невзоров, автор и распространитель этого нарратива, что, вы посмотрите, что случилось с чеченцами. Это не те чеченцы, которых я знал, когда у них был Джохар Дудаев. Чеченцы смирились, легли под Россию. Вот они, чеченцы, и они сегодня пришли убивать украинцев. И вот эти отголоски я вижу каждый день сегодня, потому что люди пишут комментарии, украинцы пишут мне комментарии под моими постами о Чеченской республике Ичкерия, что они ненавидят чеченцев, потому что они пришли к ним их убивать. Еще одна зрительница, которая очень сопереживает Ичкерии, она из Риги, и она задает недоуменный вопрос: что же случилось с этим свободным, гордым народом, почему они
так приняли Россию, почему они служат России. Это результат пропаганды Невзорова. И то, что Карпенко, допрашивая пленного чеченца, которого погнали, как на убой, в наказание за то, что он живет на оккупированной территории, который 20 лет сопротивлялся и не сложил оружие, он, допрашивая чеченца, смеет пенять ему в том, что же с вами случилось, чеченцы? Как вы могли сюда прийти убивать украинцев? Украинцы сегодня считают, что это человек, которому они прислушиваются, потому что никто из украинцев же так не говорит образно, так красиво, так красноречиво. Никто так не мочит Россию, да, Путина. Посмотрите, он же приносит пользу, он объясняет аудитории и даже русским объясняет, кто такой Путин. И вот эти фильмы, которые сейчас стали снимать украинцы в большом количестве, кто же такой Путин, вот сейчас не надо их снимать. Их надо было снимать намного раньше. Кто такой Путин, и кто такой Невзоров, и кто такой Евгений Киселев. А сейчас ракеты объясняют, кто такой Путин. Ракеты, которые убивают украинских детей, объясняют, кто такой Путин и кто такие русские, а не Невзоров. Твои зрители, они, конечно, услышали твои слова, я, безусловно, вижу это, но внутри себя вот это обаяние невзоровское, оно все равно затмевает. Они все равно говорят, во-первых, Невзоров всем все уже давно объяснил. Он сказал, я действительно был в Чечне, я снимал фильм. Он же об этом говорит. Пожалуйста, посмотрите, как он об этом говорит вот в этом эпизоде. Тут все очевидно, он все это рассказывает, он нисколько не скрывает этого. Более того, он же ведь как говорит, русская армия настолько бессмысленная и вообще ничего не может сделать, она проиграла в 2 войнах чеченцам. Это же те вот... Это льстит украинцам. Конечно, это то, что работает. Это его технология. Слушайте, смотрите, давайте мы будем показывать сейчас эпизоды, и вы увидите. Вот, пожалуйста, например, что он говорит о своем изменении, в том, что он перестал быть представителем Путина, да, и что он я был, когда-то я был за Советский Союз, потом я был за Путина, потом я был еще за демократическую Россию, а сейчас я за Украину. Я потому что живой человек, говорит Невзоров. Я же не как они. Я же переобулся. Вот его спрашивают, ты переобулся? А он говорит, да, я переобулся. А что, я должен ходить в этих вонючих лаптях? Я им объясняю, ребята, я переобулся. Я не давал обета носить всю жизнь одни и те же гнилые лапти. Неумение переобуться говорит только об одном. О том, что у человека нет возможности приобрести новую пару обуви. Или но нет вообще... обоняния. Да, и нет обоняния и так далее, и так далее. Гордиться непереобутостью, это действительно все равно, что гордиться приросшими к ногам лаптями. Такой маленький анекдот. Вот сидит Иван-Царевич, и приходит к нему слуга, которого он послал в заморские страны, в Европу, посмотреть, как люди живут. И вот слуга приносит ему коробку, и там такие красивые, лаковые, европейские, итальянские туфли. И Иван-Царевич берет эти туфли. А что, говорит, это? Это вместо лаптей. Зачем вам лапти, говорит Иван-Царевич, когда в Европе ходят, например, носят туфли. И Иван-Царевич берет эту туфлю и берет тарелку с щами и начинает хлебать щи уже не лаптями, а туфли. Конечно же, опять форма подменяется содержанием. Нацепили туфли, и уже мы совсем другие. Но это и означает, что это действие обозначает форму, а не смену содержания. То есть, если бы изменения произошли здесь или здесь, в голове, в сердце, а он просто переобулся, то есть он сменил лапти на туфли. А что там на ногах? Копыта?
Это мы никогда не узнаем, мы можем только допустить. Содержание – это его копыта. Неважно, лапти на копытах или туфли. Копыта – это и есть копыта. Убирают суть, убирают содержание. Они убирают содержание из Украины, так примитивно преподнося Украину, так примитивно преподнося Грузию. Ведь в одном из своих выступлений на трибуне, когда он рассказывает тоже о том, что случилось с чеченским народом, они остались в Средневековье, потому что они по-прежнему заботятся о своем этносе, да, о своей истории. О своей истории, об исторической памяти. Это, оказывается, варварство. А надо идти вперед, и как он заниматься прогрессом. А чеченцы делают неправильно. То есть он, который так, на протяжении, вот его историческая память о том, что его дед, как КГБшник, уничтожал чеченский народ. И вот он учит чеченцев, что они варвары, потому что они помнят о том, что их убивали, такие как Невзоров и его дед. Это народ, который, конечно, живет то, что называется тем, что мне абсолютно чуждо, живет краткой или долгой исторической памятью. Это народ, который живет традициями и представлениями, фундаментирующимися на давних и недавних событиях. Они ничего не изобретают, ничего особо не пишут. Они занимаются тем, что они сохраняют себя этнически, этнографически, сохраняют свои традиции, сохраняют свои особенности. И у меня никак не получается понять и поверить в сегодняшнюю искренность служения России вот этих чеченских людей. Мне непонятно, как такое можно забыть, как можно перейти на сторону того, причем перейти то, что называется вот всеми силами, всеми эмоциями, всем сердцем, перейти на сторону того, кто совсем недавно вытворял такое с Чечней. И я подозреваю, что, скорее всего, мы имеем дело с каким-то поразительным восточным лицемерием. В каждом Великороссе сидит либо, если не Малюта Скуратов, то Иван Грозный. А Иван Грозный – это именно собирательный образ в том, что это царь, бог, дьявол и, очень важно, юродивый. Вот так называемые хорошие русские, которые побежали табуном, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, России. Вот я сказала, нормальный русский, если он существует, совестливый, должен сказать: я опять напал, моя страна опять в очередной раз напала на чужую страну. Мой народ русский опять в очередной раз убивает теперь уже украинцев. Как убивал чеченцев, как убивал грузин. Они этого не сделали, и для меня это уже все. Я поняла, что мы столкнулись с новой бедой, и опять теперь нам расхлебывать новую беду в виде этого табуна, стада хороших русских. Они сказали: нет, это не мы другие, мы хорошие, а вот это Путин такой плохой. Мы говорим: ну докажите, что вы хорошие, докажите. Доказательство было бы одно: поднимать историю, как мы, русские, всегда нападали и в Чечню, и в Грузию, вот теперь в Украину. Показать и сказать, как мы должны теперь бороться с этим врагом. Не должно существовать теперь этого врага. Enough is enough. Баста, кози. Все. Мы больше не... Ну все. Мы это допустили, это наша вина. Мы должны разобраться с врагом. То, что они сделали финт ушами, и это зловредное действие. То, что они сели в Европе, распределились по всем институциям правозащитным и сказали: а мы не такие, мы хорошие. И вот до сих пор они продолжают нести это зло, этот вред в Украину и западной аудитории. Потому что они сказали: мы хорошие. И в чем заключается это «они хорошие»? В том, что они запускают лживые нарративы и скрывают суть
спецоперация по вбросу этих хороших русских, и в том числе Невзорова, в том, чтобы скрыть суть. Суть Украины именно в том, что они скрывают сейчас, это образно Ярослав Стецько, который по-настоящему боролся за независимость Украины и объяснял, что такое смысл Украины и ее культуры. Что сделали в КГБ? В КГБ с этим человеком разобрались, его замели под ковер, всю его деятельность, все его объяснение, весь смысл, всю суть Украины. Это суть Украины, которую нес мой дед. Непримиримость с Россией, непримиримость с тем, что Украина имеет какое-то отношение к России. Эту суть они закопали, сделали тему запретной, а на Ярославе Стецько написали фашист, нацист, наци. То же самое сделали с Грузией. Когда вы сегодня видите, мы не понимаем, что происходит в Грузии. Смотрите, она свободная, она независимая. Смотрите на футбол. Друзья мои, сегодняшний футбол, вся эта история, это форма. Грузин опять очередной раз вот так за ноздри повели, обманули, развели. И все эти разговоры, войдет она в Евросоюз, не войдет в Евросоюз, футбол, смотрите, какой триумф внешне, на экспорт, для иностранцев, для потребления. Никто не лишал Грузию идентичности. Смотрите, язык, культура, застолье, это все никуда не делось, это подмена понятия. Настоящую суть Грузии, за которую боролся Зиад Гамсахурдия, изъяли, причем карательными, страшными методами, о которых не говорят. Его опять замели под ковер, так же, как и Ярослава Стецько, настоящую суть. Также Зиада Гамсахурдия, который, кстати, никогда не был против русской культуры и никогда не смеялся над русской культурой. Он всегда говорил, что КГБ и коммунисты оккупировали и взяли в рабство русских. Вот этого человека, который представлял суть грузинской культуры, закопали, замели под ковер и нацепили на него ярлык нацист, фашист, все что угодно. И над этим сегодня трудится Игорь Яковенко. У каждого своя роль, кто над чем трудится, лишь бы не показывать суть Украины, ее настоящую культуру, что уже сформулировано, там не надо изобретать велосипед. Это сформулировано. Это непримиримость к России как к империи, потому что она именно и уничтожала настоящую суть Украины, настоящую суть Грузии, настоящую суть чеченцев. А сегодня вам подают чеченцев вот таким же способом, что этот человек, чеченец это человек, который смирился с Россией, который ее полюбил свое рабство. Понимаете, на каждый народ у КГБ свой вот этот ярлык и своя форма. Это то, чего всю жизнь добивалась КГБ. А в советское время они сделали все, чтобы украинец подавался как младший брат русских. И я, как украинка по отцу, а по матери русская, знаю, что такое этот комплекс. Когда из тебя, вот из твоей этой украинской составляющей, делают что-то очень смешное и карикатурное, только потому, что ты недорусский, твой язык недорусский, твоя культура недорусская. Это же очень смешно, давайте посмеемся над этим. И над этим смеялись и вот эти грузины, которые закопали суть грузинскую. Потому что вот эти все на экспорт фамилии, деятели культуры, это вся красная интеллигенция, это все и есть производная КГБ. Это все производная, которая трудилась над формой, а не содержанием. Еще раз, что делает Невзоров? Он заменяет формой содержание. Они скрывают содержание. Они скрывают содержание об Ичкерии, о ее независимости. И подают вам форму. Вот какой чеченец, он пришел сегодня убивать украинцев. И это подхватывает Карпенко и предъявляет это чеченцу, которого погнали под дулами автоматов. И когда я говорю о том,
что это спецоперация по внедрению хороших русских, я начала с того, что в этих людях играет их составляющая юродство. Когда они говорят, что мы так переживаем за украинцев, в этот момент в них говорит их великоросское чванство. Они в этот момент презирают украинцев, они делают им одолжение. Они говорят, знаете, я попридержу свой великорусский норов, свое чванство. Я такой хороший, я любуюсь собой в этот момент. И я даже могу попросить прощения, как садист просит прощения каждое утро у жены, которую он избивает и валяется у нее в ногах. Это юродство, потому что не пройдет и нескольких часов, когда все вернется на свои места, и в нем опять взыграет эта садистическая суть. Это юродство великоросса, когда он делает одолжение, презирая украинцев. Невзоров презирает украинцев. Вот посмотрите, что он говорит в этот момент. И каким отношением он к украинцам. Он говорит, шаровары там не натирают вам, то есть сопли жевать, он говорит, сколько вы, украинцы, собираетесь. Вы слушайте эти слова. Там, за тем, что он призывает, запретите эту русскую православную церковь, какое отношение к Украине стоит у этого человека? Он же у него проскакивает иногда. Его ненависть ко всему вообще, на самом деле. Потому что любит он только себя, никого больше. Его ненависть к любому человеку, к любому народу, к любому явлению. Но Украина, вот, скажем так, отреагировала так, потому что, по-моему, все, что связано с Россией, вызывает ужас и какую-то брезгливость. В том числе и такие невинные вещи. Плохо только что, видите, они вот как бы долго себе чешут разные натертые шароварами места. Точно так же, как он говорит о Кадырове, например, да, про вот это, ну вот только что, вот посмотрите этот эпизод. Про от 80 до 116 ударов музыкальных, в котором он начинает, да, о том, что, смотрите, какой дикарь Кадыров пытается запретить все на свете. Вот он, ну, тут все сказано, на самом деле, посмотрите. А к чему он приводит? Вы слышите, к чему он привел? В чем он заканчивает? Тем, что чеченцы – это рабы. Понимаете, как он работает? Это же очень простая технология, но она работает все время одинаковым образом у этих людей. Чечня, к сожалению, вообще огромная загадка, потому что тот блистательный Дудаев, который так все понимал про Россию, так все мощно и красиво расписывал и был, в общем-то, таким воином-философом, он ведь ошибся в собственном народе. Собственный народ сейчас демонстрирует тот уровень покорности России, он простил все. Кадыров действительно, да, он взял и самовольно установил обязательный единый ритм всякой музыки, который может звучать в Чечне. От 80 до 116, как они выражаются, ударов в минуту. Но такой термин тоже есть, и он принят среди музыкантов. Но теперь нельзя ни петь, ни плясать, ни исполнять быстрее или медленнее в Чечне никакой музыки. Пойми, всякий диктатор делает ровно то, что ему позволяет сделать покорность народа. Кадыров чуток, он все время прощупывает, он не делает ложных шагов, но он поражается тому, и я думаю, и он поражается тому, насколько чеченцы, которые всегда имели репутацию гордых и непокорных, оказались такими же абсолютно, как русскими. Как русские. Просто о его технологичности Невзорова. Очень хорошо. Вот он в программе с этим же американским журналистом рассказывает, как он создавал понятие «наши». Понятие «наши», вы все знаете, о чем идет речь. Он прямо говорит, что Сурков, всем известный Сурков, который занимался вот этими Новороссией, создавал этот проект еще давно, тогда, обращается к нему с просьбой ему отдать слово «наши». Ну, потому что Невзоров первый придумал это слово «наши», вы знаете, это фильм и так далее.
А журналист его спрашивает, слово или суть? Не, ну он говорит, ну конечно же, это же я, говорит, разработал всю эту идею. Звонил Слава Сурков, говорит: Глебыч, подари мне наше. Да бери, говорю, мне нафиг не надо. Что он хотел? Просто название? Он хотел название, хотел идеологию. Мне тогда предложили разработать идеологию. Понимаете, нельзя вообще вставать на рельсы, по которым едет Невзоров. Как только вы встаете на эти рельсы и начинаете с ним обсуждать повестку, которую он уже давно прописал заранее, вы неизбежно оказываетесь в проигрыше, в разговоре. Потому что он каждый раз вас повезет по этим рельсам туда, куда он и хотел вас привести. Он заманивает, конечно. Это же бесконечное количество примеров его работы. Ну вы просто посмотрите, это технология, которой он владел в совершенстве. Вот как он говорит, например, о Путине, да? Он говорит, я пират, но есть главный пират, к которому я действительно, просто преклоняюсь. И кто главный у нас пират? Главный пират у нас Путин. Все, казалось бы, ничего такого не сказано, да? За этим стоит вся его образ его мысли. Вот вы просто смотрите эти кадры и понимаете, с кем вы имеете дело. У меня, знаете, вот отношение пирата к другому пирату, который захватил огромный корабль и делает с ним все, что хочет. Отчасти к моему отношению примешивается большая зависть. И когда он стал президентом, удивлены? Нет. Это было все понятно, и это, в общем, происходило отчасти и не без моего участия. Тоже потому что как раз вот та группа лиц, в которую я на тот момент входил, то есть Березовский, Петросашвили, вся вот эта вот московская олигархическая элита, они же, в общем, на свою беду Владимира Владимировича и ставили, и поднимали. Поэтому все было понятно, что он, несомненно, будет президентом. Они-то думали, что он будет покорным президентом, но я, в общем, поскольку вырос в Комитете государственной безопасности вот с таких вот лет, да, я уже гулял по этим коридорам и уже листал оперативные донесения, еще будучи там, не знаю, 4-летним ребенком, то я прекрасно знал, что их представление о чекистах не имеет ничего общего с реальностью. И что я предупреждал Борю, что Владимир Владимирович вас передушит. Березовскому? Да, конечно. И по-вашему, Путин, он изменился? Или Путин сегодня похож? Ну, последний раз я с ним беседовал, когда он меня пригласил в доверенные лица. Это было, когда он на прошлый свой срок баллотировался в президента. Я не помню, какой был, прошлый, вот не этот, а 90... до этого, да. В 2012 году. Наверное, да. Я согласился, поскольку он в свое время сделал для меня немало доброго. И у нас были некие личные отношения. Когда вы его зовете на эти каналы, он-то себя позиционирует сейчас как пират. Ну, я пришел, я сейчас тут вот буду бороться. Сегодня он борется, якобы он борется с Россией. Дедушка его из литовских лесов, где он ловил партизан, да, лесных братьев, подмигивает ему. Молодец, говорит Невзоров. Да ты вообще хороший мальчик ты. Или про Соловьева. Ну, смотрите, это же все очевидно и ясно. Вот ему задают вопросы. И он говорит, про этого Соловьева, вот этого подонка, который Соловьев Лайв. Главный патриотический канал в России, как они себя называют. А он говорит, да что Соловьев, господи, Соловьев прекрасный человек. Он же совершенно другой, чем вы его видите. Он нормальный абсолютно. И не только Соловьев, там все нормальные. Слушайте, Соловьев великолепный актер. Великолепный актер, который играет роль кремлевского пропагандиста. В какой-то момент он смывает с себя грим патриота и едет к себе в Италию
барахтаться, купаться и наслаждаться европейской жизнью. Он абсолютно нормальный человек. То, что он говорит, не имеет никакого отношения к тому, что он думает и чувствует. Любой из нас мог стать Соловьевым, потому что когда в 2014 году готовился захват Крыма, всех выдающихся старых, матерых журналистов России вербовали на пропагандистское обеспечение. Удары сейчас по детской больнице – это абсолютно плоды Соловьева. Это он много лет, не с 22 года, а намного раньше Соловьев призывает бомбить Украину. Вот бомбить, да, он просто маньяк такой, да. Невзоров в это время говорит, да не, он нормальный, слушайте. Ну просто он вот оказался на этой войне, ему так повезло. А причина очень простая. Я бы тоже мог быть там. Нас всех туда позвали. Я просто не сказал то, что надо было сказать. Сожалеет Невзоров. Еще 10 лет назад в Украине гудел ресторан «Царское село» в Киеве. И в нулевые годы он гудел больше всего, когда в нем оказывались москвичи. Это не секрет, что украинцы очень любили москвичей, людей из Петербурга, потому что этот их комплекс провинциальности и немножко недорусского, он во всех украинцах сидел, за исключением тех, которые читали труды Ярослава Стецько, которые понимали, их очень мало, потому что с ними боролись. Так вот, украинцы с этим комплексом и вот с таким приятием, как людей столицы, людей из империи, как Вакула, который приехал во дворец к маму Екатерине, не встанем, маму, умрем, а не встанем. Вот этот комплекс, он по-прежнему сидел во всех украинцах, поверьте. Этот комплекс, который еще не изжился. То есть основа была бы украинцев, да, которые сказали бы, а кто вы вообще такие тут? А ну пошли отсюда, да? Вот эту основу, уверенность в том, что их культура вообще-то основная, а вот эти какие-то воришки пошли отсюда. Вот эту культуру забрали. Ярослава Стецько забрали, закопали, лишили вот этой основы настоящей, а вернули вот эту самую, знаете, любовь, мы же вместе, а еще к тому же мы немножко такие плохонькие. Вот этот комплекс я наблюдала даже в 2008 году в Киеве, когда Россия напала на Грузию. И вот люди, украинцы, сидели за одним столом с богатым русским человеком, который тоже наполовину украинец, смотрели ему в рот, потому что он из Москвы. И когда я спросила, потому что я вообще-то из Грузии, как мы будем с тем обходиться, что Путин напал на Грузию, они все такой хохот подняли, украинцы в том числе. Ну уж правильно же Путин все делает, что напал на Грузию. Все правильно он делает, понимаете? Это было такое убеждение. Была очень маленькая часть украинцев, которые понимали, они всегда это и понимали. И их затирали, и им не давали слова, так же, как и сегодня им не дают слова. И вот тут появляется Невзоров, и они опять, понимаете, с этим комплексом своим, он же нам льстит, он же пришел, и он на нашей стороне. И они потянулись к нему, потому что этот человек из дворца Екатерининского. Умрем, он не встанем, мама, умрем, а не встанем, Невзоров. Вот его мы будем слушать. Понимаете, как это им льстит, какой это им подарок, какой человек нас представляет. Какой человек за нас говорит. А он в этот момент просто вытирает ноги, он ненавидит, он смеется. Потому что эти люди так устроены. Они говорят, а тут же, когда камера выключается, они начинают ржать над тем, что они только что изобразили. Они изобразили свою поддержку Украине. И знаете, что будет после этого? Поскольку украинцы лишились своей основы и еще ее не приобрели обратно, а именно бомбы выбили у них вот это ощущение, что они же были младшим братом, они же так верили этому старшему брату.
А тут по ним бомба, и он показал, он их бомбой, детей убил. И украинцы в таком состоянии, когда их очень легко будет взять, потом, когда выкрутят руки Зеленскому, когда договорятся, потому что мы-то все это проходили в Грузии, в Ичкерии, и об этом мы говорим, только об этом, что вы еще внутри процесса, украинцы еще внутри процесса, они еще не знают, что им приготовил Невзоров, а Невзоров им приготовил именно это, что украинца потом представят как сегодняшнего чеченца кадыровского, как сегодняшнего грузина, который не помнит вообще ничего уже, а знает только свой футбол, знает только застолье, а настоящую Грузию он уже утратил, потому что он предал Зиада Гамсахурди. Он сам об этом ничего не знает, потому что тех, которые были за Зиада, их убили, их преследовали. Они боятся вообще что-то сказать. Я говорила с теми, кто остался. Они все боятся, потому что они прошли через эту карательную процедуру, которую прикрыл Невзоров и Евгений Киселев на ельцинских каналах. Мы начали с тобой с вот этого эпизода, который был с Карпенко, человеком, который работает на информационной войне, человек, который борется за Украину, человеком, я уверен, который не имеет злого намерения против чеченского народа. Проблема в том, что яд, который распространил Невзоров на полях Украины, в обществе Украины, в воздухе Украины, он проник внутрь Карпенко. И без всякого злого умысла Карпенко находится в этом отравляющем яде. Вот в чем проблема Невзорова. В том, что человек, который борется за Украину, работает в информационном фронте, оказался под этим удушливым газом русским внутри. И сейчас что добился Карпенко? Он настроил против себя всех чеченцев. Вы посмотрите реакцию чеченцев, однозначную. Как отреагировали чеченцы на этот его допрос. Но в этот момент Карпенко оскорбил чеченский народ, который в одиночку сражался с этой империей, с ее огромной армией, победил, выгнал, опять напали, уничтожали детей, невинных людей, уничтожали, им никто не помогал. Им никто не помогал, все бросили. Сегодня чеченцы благородные поехали в Украину сражаться с Россией, потому что они говорят, мы ваши союзники, мы вас понимаем, как никто другой. Нас убивали. И Карпенко оскорбляет чеченский народ в этот момент. Оскорбляет. Потому что нельзя так размахиваться, не понимая, где ты находишься, как слон в посудной лавке. Не понимая, что он в этот момент творит. Он не понимает, потому что он принял этот нарратив, который вбросил ему Невзоров. Украинцы, вы запустили козла в огород.